Тем временем в правительстве Коми прошло заседание оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. По поручению Владимира Уйба его провел первый вице-премьер Игорь Булатов. Участники штаба обсудили темпы и прогноз распространения COVID-19. И, как сообщается, в ближайшее время ожидается внесение изменений в указ главы Коми о введении режима повышенной готовности. О ситуации в республике Алексей Корчма. В Ижинской поликлинике сегодня опять аншлаг. В очереди на прививку больше пожилых людей, но встречается и молодежь. Об эффективности вакцины здесь уже не размышляют. Вопрос один. Кто последний? В сутки прививаем около 100 человек. Стараемся. Плюс у нас сформированы мобильные бригады. То есть это мобильные бригады по выезду к маломобильным пациентам на дом, те, кто не могут самостоятельно явиться в поликлинику. Плюс ко всему у нас организованы бригады по доставке пациентов в поликлинику. Те, кто могут прийти с помощью транспорта, мы их отвозим обратно после вакцинации. И непосредственно сами мобильные бригады, которые выезжают на предприятия, то есть Ижинского района. 6 тысяч жителей Ижвы уже привиты двумя компонентами. Медики используют вакцины «Спутник Ви», «Эпивак Корона» и «Ковивак». Последняя для маломобильных граждан. Ее можно хранить при температуре от +2 до +8. Легко транспортировать к пациенту на дом. Основная вакцина, которая сейчас принимаем, «Спутник Ви», она доказала свою эффективность. Проведены клинические испытания. Она признана за границей. Соответственно, люди сейчас более активно начали прививаться. Плюс ко всему, сейчас пошел рост заболеваемости. Это тоже дало дополнительный толчок к тому, что люди начали активно посещать поликлинику с целью вакцинации. Супруги Виктор и Татьяна Тёмины пришли на вакцинацию вместе. Они в группе риска и всерьез опасаются за здоровье своих родных. После заполнения анкеты по одному приглашают в прививочный кабинет. Сама процедура занимает не больше минуты. Во-первых, у нас внуки. У меня мама старенькая, 90 лет ей, с лишним даже. Не дай бог заболеют, хотя контактов лишних у нас нет, мы никуда не уезжаем, не приезжает к нам никто. Но мы думаем, береженого Бог бережет. По телевизору все смотрю, было 30, сейчас уже 50 там с чем-то. И просто опасаюсь не то что за себя, а за своих близких и за родных. И действительно медленно, но верно статистика ползет вверх. Вчера 58, сегодня в Коми еще 63 новых случая. Рост пошел аккурат после майских праздников. Страх люди потеряли, констатируют медики. А потом и нюх. Самое печальное, что мы переживали очень долго и много о том, что, уважаемые граждане, у нас есть вакцина. Вакцина самая разнообразная, пожалуйста, как в магазине. 3 вакцины у нас на сегодня на территории, выбирай, какую хочешь. Но спад заболеваемости сыграл обратную реакцию. Население у нас почему-то решили, что все, с ковидом мы справились. Нет, уважаемые граждане, это не так. Со всеми воздушно-капельными заболеваниями мы обычно будем жить где-то лет 10. Помимо прежних, в Коми сейчас циркулируют британский, южноафриканский и индийский штаммы вируса. Они более контагиозные, то есть более заразные. Привитые люди легче переносят болезнь или не заражаются вовсе. А вот смельчаки, рассчитывающие, что пронесет, и скептики вакцинации рискуют серьезно. У нас смертность в республике не маленькая. За весь период, мы, к сожалению, похоронили 956 человек. Это много. Вот. Ну и это чисто от ковида. Кроме того, конечно, поздние последствия возникали, и связанные с нарушением коронарно-сердечной судьбы. Это инфаркты, инсульты, это инвалидизация. Побороть коронавирус возможно путем выработки так называемого коллективного иммунитета. В этом случае инфекция лишается каналов распространения. Вспышек заболевания и эпидемий уже не будет. Выработка коллективного иммунитета возможна за счет массовой вакцинации. От ковида необходимо привить не менее 60% населения. Уколоться должны 6 из 10. Алексей Корчма, Олег Юшков, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.